В Ишимбае возрождают трикотажную фабрику. Уже подписано соглашение с инвесторами. Вложения исчисляются миллионами евро. У предпринимателей планы не просто наладить производство, но и провести ребрендинг фабрики, вывести на другой уровень, найти новые рынки сбыта. Последний год выдался тяжелым. Сотрудникам приходилось неделями сидеть без работы. Подробнее расскажет Анастасия Чебаева. Этот шум – музыка для их ушей. Значит, есть заказы, будет и зарплата. Если кто-то мечтает уйти домой пораньше, то они наоборот, поработать побольше. Оплата зависит от выработки. А последний год они, если и не сидели дома, то работали в день всего по 2-3 часа. О какой полноценной зарплате может идти речь, говорят сотрудницы. Да и то, что заслужили. За октябрь и ноябрь до сих пор не получили. К такому предприятие шло медленно, но верно. Где-то в 90-х нас сокращали, нас спад работа пошла, потом мы выкупали акции. Мы сейчас фактически мы акционеры. Ну вот у меня, допустим, есть акции, я в свое время нас заставляли покупать эти акции, потому что, мол, кто-то другой купит, останемся без работы. Мы покупали эти акции. Вот. Но за все это время, конечно, мы не получали ни дивидендов, ни... Все нам говорили на оборудование, туда-сюда. Пошло вот так вот потихонечку, постепенно. То реализации нет, то... Ну как, мы рабочие, нам что, нам пришли, сказали. Вот так легко из акционеров вновь рядовые рабочие. Да они не против. Для молодых сотрудниц, которые видели лишь, как все заканчивалось, стенд еще советских времен, как все начиналось. В 80-е здесь работало до 2000 человек. Одних швей было только 600. Иностранное оборудование, среди них даже вязальные станки. Одно время на предприятии выпускали шелковое белье. Качество было наравне с немецким. Сейчас в память о тех временах все то же оборудование, уже старше многих сотрудниц. И советские плакаты, которые здесь словно для того, чтобы задержать время. Последнее время и работы не было, и полотна не было. Временами мы дома сидели без содержания. Ну так-то грех жаловаться, когда дома сидели, минимальные зарплаты платили нам. Многие ушли. Вот сейчас последние люди мы остались, вот 2 конвейера. Мы, женщины, сами знаете, работать любим. Свою работу тоже сегодня, вчера, вот 3-й конвейер набирают. Сейчас после 2-недельной приостановки производства, когда всех работников отправили по домам, здесь вновь зашумели швейные машинки. Но это далеко не полная загрузка, лишь малая часть. Стоит повернуть голову, и можно увидеть, как выглядит затишье. Большая часть рабочих мест в цеху пока пустует, но обещают, что в ближайшем будущем из этих машинок снимут чехлы. Сейчас вновь набирают работников. Обещают, предприятия ждут большие перемены. Пришли инвесторы, которых искать начали в начале года. Между Ишимбайской фабрикой трикотажных изделий подписано соглашение с представителями инвесторов. И создана новая структура – ООО «Ишимбайский трикотаж». Новый проект станет перезагрузкой предприятия. В первую очередь улучшение материально-технической базы Ишимбайской фабрики трикотажных изделий. Это реконструкция отдельных помещений, новые инвестиции, новые рынки сбыта и самое основное – это то, что наши сотрудники приходят и трудоустраиваются в новое предприятие. После Нового года вновь восстановят все этапы производства. Предприятие будет самостоятельно выпускать материалы. Закупят предельное оборудование, из хлопка будут производить нить, из нити полотно, а затем красить. Это значит, что восстановят и красильный цех. Сейчас ведутся работы по расширению ассортимента. Будет закуплено немецкое оборудование на 7 миллионов евро. Деньги есть, но загвоздка уже в другом. Не идут на работу, нет уверенности. Там не хватает людей. Мы готовы загрузить и 200 человек швей, а только швей. Без закройщиков, без ничего. Мы привезем столько сырья, сколько необходимо. Просто мы не можем, потому что нету столько людей. Люди, нам не нужно, чтобы сырье лежало. И мы не допустим, чтобы люди стояли. То есть, как было до этого на фабрике, когда они уходили там, в отпуск, да, не было просто работы. Основные работы по возрождению предприятия проведут в 2020 году. Это не только техническое обновление, но и ребрендинг фабрики, качественная маркетинговая кампания. Простые сотрудники в эти тонкости не вникают, но ждут изменений. Украсили цех, все-таки скоро праздник. Говорят, новое руководство, как бывало и раньше, устроит в местной столовой корпоратив. А пока они установили старого советского Деда Мороза. И как дети ждут, что их простые мечты исполнятся. Сейчас Новый год скоро. Вроде говорят, полотна много будет, работы много будет. Мы не знаем. Надеемся на лучшего. Анастасия Чебаева, Влад Закирьянов, Роман Жигунов. Новости Ишимбай.